Доброго дня вам, я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Сегодня обзор книги «История Кавказского Курдистана». И как всегда, в начале пару слов об авторе. Автором этой книги является курдский политический деятель, один из руководителей курдско-освободительного движения Якбун за восстановление Красного Курдистана Вакиль Мустафаев. Родился в 1938 году в Узбекистане в городе Самарканд. Ушел из жизни в 2019 году в Италии в городе Анкона, где и проживал последнее время. В 1955 году Вакиль Мустафаев был призван в ряды советской армии, где за короткий срок стал командиром и политическим лидером армейской молодежи своей части, за что и был избран членом Центрального комитета комсомола Киргизии. В 1960 году руководство Узбекистана предложило Мустафаеву высокую политическую должность в центральном аппарате, но с условием, что он изменит свою нацию на узбек или таджик. Вакиль Мустафаев, проявив упрямство, отказался от высокой должности взамен на измену нации. Затем Мустафаев был назначен первым заместителем начальника отдела внутренних дел Орского горосполкома и избран депутатом Орского городского совета. В 1970 году Вакиль Мустафаев разоблачил группу взяточников. Одним из них оказался родственник первого секретаря ЦК Компартии Киргизии. И, как всегда бывает в таких случаях, на Мустафаева стали оказывать большое давление. Он нажил себе серьезных врагов. Дорогие друзья, вот вам наглядный пример, как гибнет государство, когда простой госслужащий, честно выполняя свою работу, ловит и разоблачает преступников, сажает их в тюрьму. Преступниками же оказываются дети и родственники высокопоставленных чиновников. Затем эти бандиты оказывают большое давление на честного госслужащего, угрожает ему расправой. Именно так и было с Вакилем Мустафаевым. Впоследствии всей этой несправедливости Вакилю Мустафаеву пришлось бежать в Европу и просить политическое убежище. Вернемся в хронологию тех событий. После того, как Мустафаев нажил себе серьезных врагов в Киргизии, ему пришлось покинуть Киргизию. И до 1980 года он работал начальником уголовного розыска МВД Каракалпакской АССР, которая входит в состав Узбекистана. Работая там, Вакиль Мустафаев разоблачил в коррупции все партийно-советское руководство Узбекистана в пух и прах, тем самым заработав себе еще больше врагов. А в 1981 году власти направили Мустафаева на работу в Азербайджанскую республику. Его назначили начальником уголовного розыска МВД Нахичеванской АССР. Тут-то Вакиль Мустафаев и начинает заниматься восстановлением Красного Курдистана. Но это тема уже отдельной программы. Вернемся к книге. Вакиль Мустафаев написал эту книгу, используя труды древних и современных ученых-историков, этнологов, лингвистов, курдологов и писателей. Книга получилась как научный сборник, поэтому очень интересна и содержит много спорных моментов. Я лично знал Вакиля Мустафаева, мы были друзьями, но несмотря на это, я не был согласен с некоторыми его убеждениями. Например, в главе «Исламизация курдского общества» написано, что халиф Умар аль-Хаттаб приказал отрезать языки сасанидам, если они будут разговаривать на курдском языке. Это полная чушь. Умар аль-Хаттаб был одним из 4 праведных халифов, одним из 10, кому при жизни был обещан рай. При правлении Умара соблюдались права даже животных и насекомых, не говоря уже о людях. Умар аль-Хаттаб был очень набожным и боялся отчета перед Господом своим за то, над чем имел власть, и не мог быть притеснителем. Написать такую ложь про халифа Умара – это большое невежество. Также в книге есть информация о древних курдах, о влиянии курдов на ход развития человечества и новейшая история наших дней, касающаяся курдов. Книга была выпущена издательством Бейиктик в 2011 году в Кыргызстане в городе Бишкек. Тираж составил 500 экземпляров. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте наше видео. Всю эту работу я делаю для вас. До встречи!